Я хочу предоставить первое слово Мелани Булыкиной. С первых дней существования университета, работавшей сначала с Борисом Яновичем, и, наверное, более чем все мы здесь собравшиеся наши. Ну, всем собравшимся здесь, конечно, очень хорошо известно имя Бориса Яновича, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Коми, Российской Федерации. Борис Янович, уроженец города Ленинграда. Там же он в 1957 году окончил Ленинградский государственный университет. И с тех пор, до приезда в Сыктывкар в 1972 году, его жизнь была связана с этим учреждением. Именно там его порекомендовали на должность проректора нашего университета. И когда он в начале 1972 года приехал сюда, в Сыктывкар, то Валентина Александровна Витязева в первую очередь отвела его на самое красивое место нашего города, на высокий берег, где сливаются река Сысола и река Вычегда. Но это был февраль, метель, и он не увидел вот тех красот, которыми гордилась Валентина Александровна. Она чуть не плакала в этот момент, а Борис Янович сказал: «Я верю, что здесь красиво, я останусь». И с тех пор Борис Янович непрерывно связан с нашим университетом. Наверное, многих удивляло, что человек, который приехал сюда в первые годы становления университета, как посланец Ленинградского университета, только на период его становления остался на всю жизнь. Но Борис Янович столько вложил в создание университета, в его развитие, что, конечно, уже не мог себе представить жизнь без нашего университета. Борис Янович был проректором по учебной и научной работе с 1972 года. В 1973 году он параллельно возглавил кафедру химии, основатель этой кафедры. Руководил научной работой нашего университета до 1990 года, затем продолжал заведовать кафедрой. В 2017 году ректор, ныне действующий ректор Ольга Александровна Сотникова, Ольга Александровна, ныне действующая, исполняющая обязанности должности, я хотела правильно сказать, поэтому вылетела это. Ольга Александровна Сотникова пригласила его на должность советника ректората, и эту должность он исполнял практически до сентября этого года. 1 сентября он встречал на крыльце нашего главного корпуса первых новых студентов, первокурсников, сказал добрые слова напутствия. Борис Янович, конечно, был человеком очень ярким, очень интересным, и несомненно, что его роль в становлении и создании университета чрезвычайно велика. Именно благодаря Борису Яновичу, его знаниям, его опыту, его интеллигентности, его профессионализму университет уже на первых порах, и этой фразой очень гордились и Борис Янович, и Валентина Александровна, избежал провинциализма. Университет привлекал внимание многих известных деятелей, которые приезжали специально в Сыктывкар, чтобы познакомиться и с Валентиной Александровной, и Борисом Яновичем. Борис Янович прошел стажировку в ряде известных вузов, в том числе он был, будучи уже проректором по учебной работе, на 4-месячной стажировке в Австралии, в Корнельском университете. И меня очень удивило, что в качестве сувенира он мне привез колечко. Такое серебряное, очень красивое колечко. К сожалению, я его с переездами не смогла сохранить. И мне даже кажется, что когда я об этом
сказала, Борис Янович заулыбался. Мне хотелось бы надеяться, что имя Бориса Яновича будет в сердцах всех тех, кто его знал. Я думаю, что его вклад в университет еще будет осмыслен, переоценен и по достоинству оценен в большей степени, чем сегодня нам это кажется. Прощайте, Борис Янович. Спасибо вам за то, что вы были в нашей жизни. Спасибо. Как сказала Майя Ивановна, вклад Бориса Яновича в развитие не только нашего университета, нашей республики еще будет по достоинству оценен, но тот факт, что сегодня Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина носит высокий статус опорного вуза Республики Коми, во многом, наверное, и заслуга Бориса Яновича. От имени правительства Республики Коми предоставляю слово заместителю председателя правительства Михальчиковой Наталье. Глава Республики Коми, правительство Республики Коми выражает слова глубочайшего соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, замечательного руководителя, человека истории, становления и развития образования и науки в нашей республике. Конечно, в адрес семьи Бориса Яновича, конечно, в адрес коллектива Сыктывкарского государственного университета, а также представителей научно-образовательной общественности республики. Борис Янович последнее свое интервью, крайне последнее, к сожалению, посвященное юбилею университета, 45-летию и юбилею создания Коми государственного педагогического института, очень искренне сам характеризовал историю своего приезда в Сыктывкар, становления и взаимодействия с руководством республики, с Валентиной Александровной Витязевой. И большая, наверное, сегодня ценность в том наследии, которое осталось и уже сегодня доступно студентам современного университета, потому как именно уровень университета на стадии создания, конечно, определяет еще больше высокие задачи уровня и требовательности к организации деятельности опорного вуза сегодня и в отношении коллектива, и, конечно, в отношении студентов и будущих абитуриентов университета. Очень важно продолжить эту питерскую школу, максимально, конечно, оценить наследие научное, потому как оно сегодня пока еще не в полной мере, Майя Ивановна абсолютно права, осмысленно, применено и, может быть, направлено на использование. Борис Янович журил молодых руководителей и представителей руководства университета и молодых руководителей республики. И большое спасибо Борису Яновичу за это, потому как, наверное, он один из немногих имел право и очень откровенно и всегда так по-доброму высказывать и где надо одобрение, а где надо и недовольство. И надо признать, что это всегда было очень ценно и действительно подлежало корректировке с точки зрения решений. Последняя такая встреча была, это, по-моему, было посвященное 9 мая, Майя Ивановна, мы с вами были, где Борис Янович, действительно очень переживал за республику, и очень переживал за университет, и очень переживал за время, которое не отвечает тем высоким требованиям и стандартам, ради которых такая великая личность, как Борис Янович, принял решение о переезде в республику. Это очень глубокая была и критика, и на самом деле она сегодня еще действительно не в полной мере осмыслена. Поэтому я, конечно, хотела бы высказать слова благодарности и светлой памяти в адрес Бориса Яновича. Борис Янович, простите, если что не так. Будем стараться развивать питерский подход и к организации, и к содержанию. Конечно, университету желаю максимально по крупицам собрать ту историю и ценность, которая сегодня очень важна для
обобщения, предъявления, поддержки, развития и воспроизводства наследия, которое еще имеет учеников такого высокого учителя в республике и в науке. Светлая память.